9 ранним играл, ничего себе. Так, а у нас, смотрите, у нас очень интересный реплей на двухстволке. И почему-то, ну, мне честно, да, мне не нравится, боекомплект. Очень много бронебойных, очень мало КСных. И мне не нравится то, что ремка обычная стоит. Потому что на этих танках ты всегда играешь от борта. Всегда тебе сбивают ремку. И голдовая ремка, она обладает пассивной пассивкой. Даже при том, что она у тебя использована, ты получаешь плюс 10 скорости ремонта. Соответственно, каток быстрее поднимается. Вот эти моментики потратить, хотя бы 50-50 поставить КС ББшки. И плюс у тебя 6 КСов, и ты сразу же их ставишь. То есть, коль у тебя так мало КСов, хотя бы начни стрелять с ББшек. Не понимаю, почему сразу КСы. Яга под углом шла, плохой выстрел, под борт, там никак не пробивалась бы. Лючок у тебя справа, да? Кстати, да, вот если с этой позиции выходить, то Яга не будет прокидывать. А зачем ты залпы? Я не понимаю. Дружище, я не понимаю, зачем ты залпуешь. Тут, очевидно, залповать не надо было, но ты зачем-то заряжал залп. По одной тычечке стреляешь, и все хорошо. Абсолютно неправильное решение в плане применения залпа. Залп, я объясню, когда надо применять залп. Залп надо применять, когда ты можешь... когда вот едет противник, например, и ты понимаешь, что ты можешь ему дать либо одну тычку, либо дать залпом, и он сейчас засейвится. И в таком случае надо залуповать. В случае, когда ты, например, шотный там или битый, на тебя выходит противник, у которого там 800 хп, вот, ты можешь ему дать тычку, перезарядиться, дать тычку, забрать. Но ты можешь залп дать и сразу его забрать. В этом случае надо залповать. То есть в случае, когда у тебя будет время перезарядиться. Кстати, рандом сегодня какой-то спокойно. Лисичка пишет, да, Лисичка? Ничего себе. Ну, может, поиграем немножко, если реплеев будет немного. Хотя пока тенденция такая, что реплеев дофигища. Лисичка, ну хорошо, что держишь в курсе, спасибо. Спасибо. Так, ну и вот, у тебя последний КС остается. Ты пытаешься Ягу по НЛД прокинуть. Опять же, смотри, в чем здесь твоя ошибка конкретно вот в данную секунду времени. Ты не заряженный и выставляешься на Т-30. То есть надо было еще немножко постоять, подождать. И уже ближе к своей зарядке выставиться и дать урон. 2032 чистого опыта. Ну да, я говорю там... По аккаунту. Я говорю, там должен быть хороший бой. По опыту не открывалось почему-то на реплее. Вот, 2030, ну это, короче, 3000 опыта. 3047 где-то, да? То есть это прям очень хорошо. Андрюха красавчик. Вот. И ты выставился, тем самым дал возможность Т-30-му разрядиться в себя и дал ему возможность засейвиться. А ты все это время заряжался. Ну и все, КСы выкинуты, да? Теперь бронебойные снаряды. В принципе, противники не такие бронированные. Т-30 спокойно пробивается, если будет от корпуса стоять. Яга, если так продолжит НЛД пикать, тоже будет спокойно убиваться. Единственная семера, Е5, если грамотно будут подставляться, да, и... Блин, ну такая Яга прям очень хорошо ББшками будет пробиваться. Лол, сильно высоко взял, надо было намного ниже стрелять. Поэтому тычку... Не, конечно, и у тебя могло и с твоим выстрелом залететь спокойно, потому что тут рандом сыграл. Но прицел надо было в любом случае пониже чуть-чуть выводить, как по мне. Заряжай 2. Заряжаешь 2, да? Яга на ББшках. Ля, у тебя тут... А, ты слышишь? Заслужил как раз двухстволка, да? И тут тоже двухстволка, дробаш такой на мана. Просто пикай спокойно на Ягу, не бойся. Зачем? Зачем, брат, зачем? Ну зачем вот эти залпы? 847, ты бы ее и так спокойно забрал. Здесь ситуация такая, что ну этот залп он нафиг не нужен. Яга не сейвится, Яга как стояла подставлялась, так и стоит подставляется. Дай тычку, перезаряди, дай тычку. Ну, может быть это было опять залп. Ну, кстати, вот в этой ситуации залп был вполне оправдан, да, потому что М60 стоит жопа, если ты дашь ему тычку, там 5 секунд между шотами, он развернется, даст тебе в ответ. В этой ситуации оправданный залп. В ситуации с Ягой я бы не сказал, что залп был прям оправдан. Хотя, может быть, да. Просто могло не залететь спокойно по Яге. Ну, допустим. Но, допустим, 7 АКДшнулось, у тебя 2 тычки. Вот здесь залп тоже оправдан. Оба КД выходишь, втаскиваешь на 800, как ПТшка, сейвишься, перезаряжаешься. Вот здесь вот самый грамотный залп из всех пока, который я видел. Вот, просто залп, он очень много ДПМа забирает. Здесь надо было через каточек, дружище, стрелять, да? Он же подвернул, каточек бахнул. 3-8, 4-8. 4-9, вы очень сильно ливаете, перезаряжаешь семеру и раньше времени опять начинаешь открываться. Видишь, у тебя еще целых 3 секунды до выстрела, но тебе надо выставиться и ждать, получается. А ты видишь, выходишь, 28 тебе может давать урон, и ты не заряженный, вот твоя ошибка. Просто подожди ты, боже, секундочку, вот здесь вот. Выставишься и заберешь его сразу, и ты получаешь на 700 из-за этого, из-за своей ошибки. Ну ты понял, да?
Вот, и ПВП с семерой у тебя сейчас планируется. Опять же, неграмотное решение, не надо было стрелять в этой ситуации, как по мне. То есть надо бы... У тебя... Давай посмотрим, сколько у тебя там до тычки оставалось. Залп. То есть вот, смотри, раньше времени пошел открываться, видишь? И не успел забрать 268 до момента убийства. У тебя 3 секунды оставалось до зарядки. Не надо было точно стрелять. У тебя Вазик борт бы дал ей 2, и ты бы его забрал. Но зато у тебя была бы еще тычка следующая по леопарду стрелять. Вот сейчас бы повернулся и просто леопарду бы повесил. А не повесил, а сейчас была бы уже вторая тычка. Но она, тем не менее, все равно присутствует. Не знаю, я бы в той ситуации бы точно не стрелял по семере. Вот прям железобетон. Но ты стрельнул. Ну ладно, но это не ошибка, это просто говорю, как я бы действовал. Учусь играть на ЛТ. Подскажи, пожалуйста, как правильно передвигаться по кустам на Прохоровке. Аноним, спасибо большое за 400, ты реплей забыл ссылочку закрепить, но у нас там будет катка на Мантикоре, на Прохоровке, бомбезная, так что посмотришь обязательно. Мне вот что нравится в СТ-2, ребят, у него очень много хп. Если ты еще и закалку поставишь на полевой модернизации все на хп, у этого танка, знаете, сколько будет? 2900. И на нем реально можно ставить закалку, турбач и стаб, то есть ему особо вентиль не нужен. И у него прикольно то, что у него типа 2 снаряда, да, это как бы барабан с системой с хорошей зарядки, такая универсальная. Но перезарядка между выстрелами достаточно долговатая. Короче, классный танк, я на нем, помните, да, не так уж и давно стримил. Вот тут тоже залп надо давать. И смотри, ты немножечко неправильно делаешь то, что ты залп начинаешь подготавливать в момент, когда ты только выходишь на противника. А залп надо подготавливать еще до... Вот, смотри, ты знаешь, что Эмиль там соло. Вот здесь я бы уже лично подготавливал залп. Выкатываешься, да, и сразу выстрел. А ты выкатился и только сейчас начал залпуху подготавливать. То есть тем самым ты даешь Эмилю возможность стрельнуть. Видишь? И он стрельнул, он забрал Вазика. А так бы ты Вазика засейвил. Вот, ну такие микро-помарочки. Микро, да? То есть шлифовать надо. Но у тебя огромное количество боев на СТ-2, я думаю. Вот здесь был тоже грамотный залп, но не залетел. Плохо выцелил. Когда ты залпуешь, братух, надо очень внимательно следить за тем, какой у тебя ствол ведущий. То есть вот это вот, видите, вот эта вот обводочка на 2 снарядах, вот видите кругляшок? Эта обводка, она показывает, какой у тебя ведущий ствол. То есть сейчас у него ствол левый. И, соответственно, от этого надо выбирать корректировку. Либо прицел влево доводить, либо прицел вправо доводить, в зависимости от пушки. Вот. Давай посмотрим, как ты залпанул. Топ-4, ребят, в этом часу. Огромное спасибо. Так, уже отстрелялся залп. Давай еще чуть назад. Здесь у тебя тоже левый ведущий ствол, то есть надо чуть-чуть прицел левее вытаскивать. Салам алейкум, всем давно не играл уже, а музыку поставишь? Ой, блин, она что, работает, что ли, музыка? Я вроде... Вудик, братух, давай сегодня без музыки, хорошо? Я что, забыл выключить клипы? Вуди, спасибо тебе огромное. Давай я завтра тогда музычку подрублю и завтра послушаем, хорошо? Я просто хочу, чтобы этот стрим сегодняшний остался на ютубчике, и на него там не прилетало всякое. Вудик, братух, договорились? Без обид, хорошо? Давай я лучше твой реплей разберу. Не, нормально здесь зал был, в принципе, просто не залетело. Чуть-чуть чарыч подкрутил. Чуть-чуть прям буквально подкрутил, и тыка из-за этого не пошла. В принципе, норм. По стволам все было окей. Вудик, братух, спасибо тебе огромнейшее за поддержку. Спасибо за 5. Вот, я вроде отключал клипы, насколько я помню. Я вроде отключал, но видишь, что-то не отключил. Вот, хочу, чтобы сегодняшний стрим на ютубе остался, и чтобы его не забанили, потому что на вчерашний стрим с музыкой там очень много всего залетало, и я прям на тоненького его смог засейвить, на тоненького. Вот, чтобы он остался на ютубе, потому что вчера тоже был неплохой стримчанский, хорошо покатали на Кранвагене. Победный залп, у тебя еще и звезда прям на ВЛД по красоте. Не, нормальная катка, нормальная, в принципе, катка, но единственное, вот старайся подготавливать залпы чуть-чуть заранее, да, вот с Эмилем, как ситуация. Не понял залп по Е5, не понял залп по ЕГЭС, не совсем, да, по М60 хороший залп, по 268 тоже хороший залп, но и выкат более ранний, то есть на 700 хп ты мог меньше получить в этом бою. Вот, и опять же, по боекомплекту у меня вопросы, почему так мало камулей? Да, тут хорошие ББшки, я не спорю, мне тоже они там очень сильно понравились, прям очень сильно, они прекрасные. Вот, но 6 КСов для танка с 310 пробитием на КСе, то есть тут и КСы слабые, так у тебя их еще и мало. Ну хотя бы штучек 14 надо поставить. Вудик, братух, надеюсь, без обид, хорошо? Вот, нормальный бой, повезло, конечно, тоже с картой, повезло с этапчиком, то, что девятки, сам понимаешь. Вот, и так далее.
и так далее. И хорошая сторона, кстати, была еще, чтобы мост поддавливать за насыпью идеально разыграл. Правый лючок, у тебя как раз насыпь его закрывает, ну, вообще идеально. Брат, могу скинуть, как я на настоящем танке сейчас формулирую.